Привет, друзья! С вами Ольга, и вы на канале Мамма Мия, красотка Сардиния. Горячее время отпусков в самом разгаре. Кто-то предпочитает проводить его шумом, с размахом в компании, а кто-то, наоборот, в затишье, на лоне природы, среди красоты, чтобы никто не беспокоил. И вот тот район, где я живу и где мы сдаем апартаменты, пожалуй, будет идеальным для второго варианта. Это прекрасная, зеленая, такая живописно-скалистая территория находится в 7 минутах езды от центра города Ла-Мадалена, что дает возможность свой отдых сделать также при желании и активным, то есть поехать в город, где часто живая музыка, где есть диджеи, где открытые рестораны, есть свой маленький рыночек. Вот этот маленький сладенький пляжик называется Кала Гранде, но рядом буквально в 5, 10 и 20 минутах езды будут другие шикарные лазурные пляжи, где главное не переусердствовать в жару с загаром, потому что когда мы видим вот такой вертолет, это значит ситуация катастрофическая, кому-то очень и очень плохо. На таких вертолетах вылетает медицинская бригада, и вот так вот смелые ребята саживаются с вертолета прямо на пляже, спасая жизни. У нас недавно была просто аномальная жара, которая, к сожалению, становится на Сардинии ежегодной в июле месяце. В августе тоже может быть. И для меня лично шикарной возможностью спастись от жары является выход в море. В экспедицию на целый день с мужем, морским биологом и его коллегами, чтобы увидеть вот таких потрясающих животных, о которых мы на самом деле каждый раз, я понимаю, за 3 года, сколько выхожу в море, все больше узнаю новой и новой информации. Это всегда новый опыт, всегда приключения. В этом году мы чаще стали брать в команду людей на борт за небольшую оплату, потому что мы преследуем очень важную цель – купить лодку для нашей ассоциации. И если вы хотите выйти в море с нами, чтобы поприветствовать, поизучать этих прекрасных животных и жизнь моря в целом, то присоединяйтесь, пишите мне в личные сообщения в Инстаграм. И также по поводу бронирования нашего домика в Ла-Мадалене тоже пишите мне именно в личные сообщения в Инстаграм. Сентябрь пока у нас свободен, но есть люди, которые интересовались, возможно, забронируют, не знаю. А сегодня нас ждет путешествие в Ольбию и не только. Вот такой красивой, извилистой горной дорогой едем мы туда. Возможно, многие из вас знают Ольбию по аэропорту, бывали там. И в сезон на въезде могут быть небольшие пробочки. А мы с вами пришли в нашу любимую пиццерию, которая называется Додино. Муж не ел пиццу, потому что на диете, но макароны, вкуснейшие сардинские домашние малореддос, они диету никак не испортят, конечно же. Поэтому, когда итальянец на диете, он просто заменяет пиццу пастой. И не важно, что одно и другое углеводы. Мы есть то, что мы думаем. Будем думать, что нам так худеется, значит похудеется. И никак иначе. А мы с вами видим внезапное выступление артистов цирка из Аргентины, которые отдыхают на Сардинии и сразу одновременно зарабатывают себе на отдых. И что для меня было интересно, я узнала песню Эдуарда Хиля. И когда муж давал пожертвования, я спросила: вы взяли русскую музыку для своего выступления, вам нравится? И тут выяснилось, что они даже не знали, что это русская песенка, русская мелодия. Они говорят: слова непонятные. Мы думали, что это французы какие-то. Ну и да ладно, музыка интернациональна. Пусть она не имеет границ, не имеет гордости и предубеждения, а только благие, позитивные цели, как то замечательное акробатическое выступление, под которое музыка Хиля «У меня хорошее настроение», ла-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 ла, хо-хо-хо-хо, мне кажется, вписывается отлично. Молодцы, девчонки. А мы решили погулять по вечерней Ольбии. Вот такая здесь красивая современная набережная. И вот здесь находится вход на главную улицу центра Ольбии, где будет кипеть основная жизнь. И на Сардинии, я заметила, очень распространено у творческих людей приезжать и сразу, скажем, зарабатывать себе на отпуск. И вот уже второй творческий коллектив, тоже женский, радует народ своим талантом. Но и не только этим, смелостью, юностью, дерзостью, красотой. На пиццерию Додино, на какой-нибудь маленький отельчик Bed and Breakfast
Они себе сегодня точно заработают, потому что поют хорошо, красиво. Я вижу, что люди останавливаются, очень позитивно реагируют, оставляют донаты. Какие-то семьи с детьми даже остановились потанцевать немножко. Пожелаем девчонкам удачи, пусть станут звездами, если им действительно этого хочется. Смотрите, как лучезарно улыбаются, как замечательно поют. И когда кто-то начинает лезть со своей критикой, недоволен, что здесь кто-то поет, кто-то стоит, кто-то зарабатывает, на этот счет хочется сказать: займитесь своей жизнью, значит, лично вам чего-то не хватает. Мы же все зеркало, отражающее наше внутреннее состояние. Будем ущемлять интересы других, критиковать, и мир так лучше не станет. Пусть люди сияют талантом, пусть поют, это позитивно, это замечательно. Если звезды зажигают, по словам Маяковского, если помните, значит, это кому-нибудь нужно, это нужно нам всем на самом-то деле. Для чего? Для того, чтобы самим светить, глядя на свет других людей. Просто если мы критикой будем обесценивать сначала себя, а потом и других людей, но это никогда ни к чему хорошему не приведет. Гораздо лучше находить красоту, позитив. Есть такое классное психологическое упражнение — видеть в других людях детей. Это снимает такую тяжелую какую-то планку взрослой оценочности, делает взгляд более дружелюбным. Это убирает часто какие-то излишние границы, строгости. Эту технологию я услышала у знаменитого психолога Зины Шамаян. И еще одна интересная технология у нее есть по поводу закрытия внутренних дефицитов. То есть ты чувствуешь, когда тебе все время чего-то не хватает. Согласно этому упражнению, ты возвращаешься в прошлое, может быть, в детство, спрашиваешь тех людей, которые тебе чего-то не додали, почему. Но не с целью обострить свои раны и обиды ни в коем случае, а найти, что это, в чем твои личные дефициты. Продиагностировать это у себя, закрыть себе самому взрослому эти дефициты. И следующий важный шаг – транслировать это миру в своей работе. У меня такими зонами были спокойствие и уверенность. Как их себе дать? Конечно же, работать над собой. Спокойствие мне лично дает пребывание на природе, использование различных мотивационных, спокойных медитаций. Уверенность – это идти в проявленность, говорить. Каждый день изучать что-то новенькое, быть любопытной, неравнодушной. И понимать, что люди обращаются к нам в нашей работе, как правило, с теми же запросами. То есть ко мне сейчас могут обращаться за тем, чтобы спокойно и уверенно себя чувствовать на острове. Зная, например, точно, где, в каком магазине купить себе вот такие красивые сардинские украшения и вот такая красивая, качественная вещь, часто женщине служит дополнительным таким источником уверенности. И, кстати, этот магазинчик по качеству является довольно-таки хорошим. Называется Россу Сардиния. И преимущественно здесь мы найдем украшения из кораллов. Хотя, как мы видим, не только. И не так давно мне в комментарии написали, что кораллы по своей ценности тоже имеют определенные ступеньки, определенные степени. Вот такая женщина в коралловой красивой юбке прошла мимо нас. Да, и вот коралл высшей степени качества называется бычья кровь. Он имеет такой яркий, темно-красный, насыщенный цвет. Он является самым редким, ценным и, конечно же, самым дорогим. Сардинский коралл у нас относится к средней высокой категории. Он имеет такой чистый, яркий, алый цвет без темных подтонов. И вы, наверное, уже заметили, что жители Ольбии очень любят собачек. И вот оно то место, наше открытие. До бривидо называется, что значит до дрожи. Что же здесь у нас такое прямо до дрожи? Конечно же, это оно мороженое. Мы, конечно же, не верим громким названиям, пока мы не проверим, не протестим. Муж взял фисташковое с орехами. Я взяла такой национальный вкус, который называется сардинский миндаль, мед и лимон. Мандорла сарда, миели и лимоны. И это, конечно, было просто нечто. Это потрясающе вкусно. И в данном случае название джелатерии было говорящим. Настоятельно вам рекомендую ее посетить, если будете в Ольбии. А мы с вами находимся уже в Ла-Мадалине и из нее выплываем. И телепортируемся в Сасари, в такой магазинчик, который называется OBS. Почему я вам решила его показать? Потому что в нем много всяких интересных, красивых вещей. Я встречаю иногда в группах на Фейсбуке запросы.
где, в каких магазинах, в каких торговых центрах лучше пошопиться на Сардинии. И вот отдельный магазинчик ОВС большой довольно-таки у нас есть в Ольбии. И вот такие белые штаниши с шитьем – это у нас магазинчик в Сасаре, который называется Чита Меркати. Вообще, в принципе, в Сасаре довольно много крупных торговых центров. То есть, если ехать целенаправленно на шопинг и есть возможность выбора города, то я бы порекомендовала именно Сасаре. Хотя Ольбия для этого тоже очень-очень неплоха. Внимание, в Сасаре, чтобы сэкономить время и очень-очень вкусно поесть, выбирайте торговый центр, который называется Танит, потому что там очень большой выбор разных магазинчиков, и рядом через дорогу будет находиться потрясающе вкусная пиццерия, которая называется Ла Роча. И Queste Due Cose, эти две вещи сделают, особенно для девушек, день хорошим, приятным. Магазинчик ОВС у нас прямо к этому лету расцвел. Они повысили уровень качества вещей. Ценник они повысили немножко тоже, но это абсолютно оправдано. Очень неплохой магазин будет Scarpa & Scarpa. Он будет хорош именно для выбора обуви, для выбора нижнего белья, купальных принадлежностей. Всегда рекомендую магазин Тезенис. Я себе купила там к сезону молочно-желтый модный купальник. И на данный момент везде идут летние скидки. В магазине Кальцидония я приобрела классный льняной костюмчик. Затем мы забежали в бар выпить что-нибудь прохладительное. И в моем поле зрения появился вот такой Бэтмен. Выехали обратно мы где-то в 8 вечера, и вот все окрашивается в золотой цвет. Все прекрасные сардинские поля и горы. И летний час около 8 вечера и немножко после называют золотым часом. L'ora d'oro. Предлагаю послушать. Конечно, портят немножко идиллию проезжающие машины. И в такие часы может происходить настоящее волшебство. Мы вроде бы уже уехали, как муж говорит, давай вернемся, посмотрим лошадку. Я говорю, какую лошадку? Он говорит, ну там лошадка была. Мы развернули машину, и прямо на трассе, на середине дороги, прямо перед мчащейся на нее машиной была вот эта черепашка, которая сейчас описалась. Надеюсь, от счастья, потому что оказалась спасенной. Муж успел перехватить ее, и, слава богу, все остались целы и невредимы. Это было очень и очень радостно, потому что один такой поступок, он сделает твой день незабываемым. И я всегда говорю детям, что лучше делать как можно больше добра, потому что именно оно заряжает по-настоящему. И как бы человек не тешил себя мыслями и не делал выбор в пользу какого-то зла, все равно чаще всего люди приходят к пониманию, что зло разряжает, разрушает. И статистически, даже если смотреть на литературу, жизнь любого злодея, по сути, это жизнь несчастного человека. Буквально вчера мы были в море, с нами был наш друг Микеле, учитель биологии и математики в школе. У него тоже есть свой канал на Ютубе. Называется Изола Уилсон. Я довольно-таки часто упоминаю его в своих влогах. И я бы его назвала большим братом всех людей, живых существ. Так вот, он с таким блеском в глазах рассказывал, как они вместе с его девушкой ждали вылупления маленьких черепашат на пляже. И вот у таких людей, у них, как правило, такая сияющая аура. Ты вот от них получаешь радость, любовь. А мы с вами проезжаем Аджус, это вот дороги через причудливые горы и леса пробкового дуба, который для Сардинии является очень ценным. Так вот, эта дорога у нас идет через горную столицу Сардинии, город Темпио. Такой благородный каменный городочек, рекомендую его посетить. И сейчас скажу очень важную мысль. Сардиния очень разная. Она достойна того, чтобы по ней путешествовали. И желательно на машине, чтобы иметь возможность вот так вот остановиться, полюбоваться на умиротворяющую, дающую столько гармонии картину, когда встречаешь вот таких чудесных сардинских коровушек, рядом с ними гуляют телятки, и они так, заинтересовавшись нами, стали постепенно приближаться. Муж сначала решил, что вот этот черненький теленочек – это очень-очень старая корова, у которой нет уже рогов. Он говорит: «Мама мия кевекия».
Он говорит: боже мой, какая старая. Слово «веке» у них обозначает «старый», ну и можно так запомнить по ассоциации с нашим словом «век». Но оказалось, что была права я, это «il vitello», что значит «теленочек». Ну и вот, возвращаясь к такому вопросу о том, что Сардиния очень разная, район Темпио, да, будет вот таким вот несколько горным, со свежим воздухом, с зелеными рощами, не только пробкового дуба. И вот если вы хотите увидеть такую настоящую традиционную Сардинию, а это как раз-таки такой большой дом с богатым сельским хозяйством, который славится своими натуральными продуктами, домашними, где вас накормят прямо от хозяйки, женщины-сарды, то моя вам рекомендация остановиться в каком-то агритуризмо. В местах возле Темпио, в районах Нуора будет очень много таких вот традиционных национальных агритуризмо, где можно чувствовать себя не просто туристом, приехавшим посмотреть, полюбоваться на Сардинию, но гостем дома. Проснуться на ферме, может быть, даже от пения петухов, от кряканья уток, гусей, даже, может быть, от звуков, которые издают ослики, потому что очень часто вот в таких домах агритуризма на сардинских фермах, конечно же, есть сардинские ослики. Людям, которые у меня заказывают программу путешествия, я обязательно рекомендую такие места, где точно ощутишь, почувствуешь национальный колорит острова. Если нужно, обращайтесь, пишите мне в Инстаграм. Я составлю такой полезный план для вас. А вот продукция, которую делают из того самого пробкового дуба, который мы видели по дороге. Это, пожалуй, одна из моих любимых палаток, где есть изделия не только из пробкового дуба, но и из оливкового дерева. La vita è troppo breve per bere i vini mediocri. Это сказал Гёте, что значит «жизнь слишком коротка для того, чтобы пить посредственные вина». И вот сейчас будет фраза на форме в виде национальной итальянской кафетеры «La vita inizia dopo il caffè». Лично для меня это точно так. Жизнь начинается после кофе. Здесь также можно купить карты Ла Маддалены, островочков, которые входят в архипелаг Ла Маддалена. Вот есть даже подставка с картой нашего островочка Капрера, который находится прямо рядышком, прицеплен мостиком к Ла Маддалене. И находится эта палатка, как и много других, на рыночке в городе Палау, куда мы прибываем из Ла Маддалены на пароме и откуда, конечно же, возвращаемся обратно. Летом в городе Палау обычно много людей, много отдыхающих, и рыночек здесь очень-очень даже неплохой. Здесь можно купить, посмотрите, местные такие традиционные сардинские ножи. Это не просто нож, это один из национальных символов. Называется ризольза или паттада. Исторически нож был главным инструментом сардинского пастуха. Им обрабатывали дерево, кожу, резали сыр, хлеб. В качестве подарка такой нож считался символом почтения, доверия. Но чтобы нож не разрезал дружбу, получатель подарка должен был дать какую-то монетку. А вы уже смотрите одну из лучших медовых палаток, где мы с мужем приобретаем часто не только мед, но и цветочную пыльцу. То есть это такая цветочная пыльца, которую собирают пчелки. Она дает человеку очень большой заряд энергии, мощный. Поэтому много и есть нельзя. Достаточно чайной ложки утром, после завтрака, и заряд на весь день обеспечен. Вообще в Палау также много и таких магазинчиков артиджинато, то есть то, что мы можем считать оригинальным, произведенным именно на острове. Есть небольшие, но очень уютные магазинчики с одеждой хорошего качества. То есть, как вывод скажу, что за большим шопингом типичных итальянских вещей желательно ехать в Сассари, в Ольбию, потому что там будут достаточно большие торговые центры с брендами. А вот для такого уютного национального шопинга, вот таких вот вещичек, например, сделанных своими руками, эту продукцию можно найти на вечерних рыночках в таких городах Сардинии, как Палау, Ла Маддалена. В Ольбии тоже, кстати, в преддверии главной улицы есть такой рыночек. И в Палау в этом году они палаточки разместили в разных местах. То есть рынок получился больше, чем обычно. То есть если вы идете и, казалось бы, рынок закончился, идите дальше. Например, чтобы найти палатку, где вещи из пробкового дуба и оливкового дерева, вам нужно будет идти в самый конец улицы. На мой взгляд и взгляд моего мужа, в прошлом году, когда все палатки были в одном месте, ближе к станции паромов, это было удобнее.
И вот так закончился тот самый удивительный вечер, когда мы спасли черепашку, увидели коровушек, успели пошопиться и в Сасаре, и в Палау. Перед тем, как загнать свою машину на паром, мы насладились в Палау вот таким вот небольшим концертом. В этом городе есть вот такая небольшая площадь, где в выходные, да иногда даже в сезон будние дни, конечно же, для туристов проводятся вот всякого рода мероприятия, живая музыка, выступления диджеев. На этой площадке 2 года назад среди людей танцевал Джаред Лето, и его даже никто не узнал, он не был загримирован, он не был даже в кепке. И все узнали, что он тут был только после того, как он выложил видео в своих социальных сетях. Тут же везде в сардинских новостях опубликовали, что здесь, на площади Палау, танцевал Джаред Лето. Но, как я заметила, на Сардинии и в Италии больше, пожалуй, чтят местных кумиров. Но это мое субъективное мнение, как и все сказанное мной, оставляю за собой право на данный момент моей жизни думать так, а наша звезда нас ждала дома. И если все рассказанное и сказанное вам симпатизирует, вам нравится мой канал, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, это очень важно для развития канала, подписаться, если еще не подписаны, и если вам нужен помощник на Сардинии, нужна программа путешествия, то пишите мне в директ в Инстаграм, ссылочка есть в описании канала. И напоследок я скажу, друзья, что мир прекрасен, Сардиния многообразна, разнопланова. Это не только лазурные воды, это еще и сказочные города, невероятные фигурные скалы, зеленые горы с питьевыми источниками, заповедные пляжи, к которым нужно прогуляться. Это островная матрешка, остров в острове. Это вот такие нежные берега. Это удивительные животные. И отдых на острове Сардиния – это тот райский отдых, который требует несколько особого подхода, потому что остров заслуживает грамотного путешествия по нему, чтобы человек мог остановиться, замереть в прекрасном мгновении и сказать: «Мамма мия, красотка Сардиния!» Друзья, на сегодня у меня все. Задавайте свои вопросы в комментариях. Пишите мне в Инстаграм, если нужна. Всем желаю замечательного, восхитительного лета. Будем спокойны и уверены, что все у нас обязательно получится. С вами была Ольга и «Мамма мия, красотка Сардиния». Чао!